Тут весна. Вот моего двоюродного брата и сестры дом. В детстве здесь много приятных моментов было. Все-таки по матери родня. Вот, я не знаю, там сохранился ли дом. А, все сохранилось. Кухня, видимо, да, вот там у них по осени овощи. У нас дома помидоры не выращивали. Отец как-то чупчунгак называл. Мясо больше предпочитал. Чабаном был. Мясо было завались. А время от времени особенно. Я помню еще, когда соседский сын, казах, зашел к нам в гости. Ну, не в гости, а к моему брату, чтобы вместе идти в клуб. Мама предложила ему супчик. Он встрепенулся. Говорит, да, пожалуйста, пожалуйста. Я, говорит, люблю суп у чабанов или что такое. Ну, мама наша иронизировала. Потом добродушно так говорила. Он, наверное, подумал, что у нас мясо не переводится, раз мы чабаны. А на этот раз суп был молочный, с лапшой. Вот, так что... А в основном вегетарианской пищи практически не было. Когда мама там брала где-то это... Что там? Укроп у соседки. Гульчера, порох, шатбусын, как говорится. Отец ругался. Зачем ты мне это вот траву суешь, сено? И, простите, его вот постигло, что... То, что врачи говорят. Заболевание такое, онкология. Он блинчики поджаристые, черники любил. Карасын меня, карасын, кара, это черный, значит, жирный ел, мясо ел. Все время любил мясо. Один брат, наш, его сын, тоже супруга все вспоминает, как он все время даже вареное мясо поджаривал и ел. Упорно хотел по-своему. Ну вот, отец травы не употреблял, как он выражался. Помидоры вряд ли не видел. И вот эта диета, к сожалению, конечно, на мой взгляд, сыграла свою роковую роль. Тоже немаловажный фактор. Диета очень важна, ибо говорят, ты то, что ты ешь. Этот край, скажем, мало для меня памятен, потому что я сюда редко заходил, друзей практически не было. Одно время вон там вот один был. Я иногда к ним заглядывал, какие-то там веселые картинки рассматривать, старинные монеты там у него купить. Было, а в общем-то в основном нет. И единственное, вот здесь вот Зариповы жили, если не ошибаюсь, здесь, именно, кажется, здесь где-то жили. И моя сестра, двоюродная по матери, она в Ахтубе живет нынче. Я ездил в позапрошлом году к ней, она была чрезвычайно рада мне. Она вот здесь вот, тетя вот там, вот я показывал, двоюродный мой брат и прочее, там тетя жила. И она к тете приехала, ходила от нас с того конца Татарского края, в этот край ходила. Меня, малыша, какой там, может, первоклассник или там где-то за руки взяв, вела. Она на 10 лет, наверное, я 2 класс, может быть. Вела меня за руки она по улице. А я так понял, что она лишний раз хотела ненароком увидеть. У татар традиция отличается от традиций, скажем, европейских народов, поэтому она не могла сама прийти по-простецки, давай, в клубе, видно, не познакомились, и она, значит, хотела лишний раз его увидеть, или чтобы он ее увидел, и не могла она сама к тете так просто по улице ходить, девушка незнакомая для многих, мало ли люди что скажут, нравы у нас довольно строгие. Ну и меня за руку брала и водила по дороге, как раз я помню. И когда она уезжала, я очень сильно расстроился. Не хотел, чтобы она уезжала, но она сходила в магазин, купила какой-то альбом
для картинок, для чего-то. Вот я это помню. Я всю жизнь помнил это. И когда я в университете учился, она там замуж вышла как раз. Тогда же вышла замуж, когда я был маленький, крайне мал. А в университете, когда учился, она уже второго, что ли, ребенка родила, сына. И, пролежав в роддоме, как-то позвала, в общем, меня на бешбармак. А дома у нас бешбармака полно, но в другое время, в студенческие годы или в годы жизни, вот сейчас вот в Татарстане, я бы с удовольствием побежал бы. А там и дома бешбармак, и там. Ну ладно, я пошел. А она не знала, как мне деньги всучить. Студент все-таки я. И говорит, ты же на русфаке учишься, напиши заметку, вот, благодарность врачам, которые там в роддоме, значит. Я написал заметку там. И это, наверное, был первый мой такой гонорар. Там где-то 50 строк я написал и получил 10 рублей. В редакции, я там в районной газете помню, там за заметку там мне иногда присылали за 1, 2, 3 материала 5 рублей, 6 рублей, 7 рублей приходило. Самой первой моей публикации в газете «Коммунист» в городе Энгельсе 7 рублей с чем-то копеек. И когда я в районной газете разговаривал с зав. Отделом сельскохозяйства, кажется, и она мне назвала сумму, гонорар, который рядом на столе бухгалтера лежит. Я хмыкнул, она говорит, ну в городе люди неделю живут, дескать, на эти деньги. Я говорю, надо же, 5 с чем-то, оказывается, люди на эти деньги живут. Я, став студентом, не соглашался жить на такие деньги, и поэтому на стройку устроился, и в газете печатался, где можно. Ну вот, пусть меня так простят те, кто думает, я сейчас пойду по домам и конкретно начну вот такой-то дом, такой-то дом, такой-то дом. Извините, я истории много домов не знаю, ибо я когда-то школу закончил, буквально учился в Энгельсе на киномеханика, потом 2 года поработал киномехаником и уехал я. И все, как говорится, поминай, как звали. И лишь я на каникулы иногда приезжал. По сути, у меня большая часть жизни в Татарстане, 2/3 жизни, по сути, прошли в Татарстане. Поэтому вот так. Да, и сейчас я не знаю, может, я на этом завершу. И сейчас будет тема чуть-чуть иная, пока я не забыл, о чем еще можно сказать. Детство запомнилось тем, что мы здесь еще видели вот в той стороне. Сейчас, наверное, даже их фундаменты даже, наверное, невозможно найти. А может, летом можно обнаружить дома для учителей строили тогда. Здесь строили. Они вот здесь школа была, вот у нас школа. И колхоз, а потом совхоз 61 года для них построил 4-квартирный дом. И я поразился тесноте, хотя поговорка есть, тесноте да не в обиде. Но они, наверное, в некотором смысле, да, можно сказать, не в обиде были на советскую власть, потому что иначе эти учителя жили бы, но они, видно, все-таки не семейные были или что-то малосемейное у них там, значит, были они. И они были счастливы, что ни у кого-то там на квартире живут с какой-то семьей, непонятно, какие отношения складываться будут. А они жили отдельно, в маленькой комнатушечке такие. Я поразился. Я в свое время, вы тоже читали, наверное, того же Акакия Акакиевича. Это он, кажется, да, мог, протянув руки до двери достать и открыть дверь, что такое. У меня комнатушка была маленькая. Здесь вот, наверное, все под снегом. Даст Бог, как говорится, летом я, если приеду, обязательно постараюсь вам показать. Нет, я не смогу. Вот здесь, может быть, летом там надо обладать чутьем археолога, чтобы точно установить. В той стороне, это я делаю комбинированный свой комментарий, видеокомментарий, что ли, чтобы кого интересует из родственников. Там вот у меня двоюродный брат, значит, и его мама, мой отец, родные. И вот он там единственный, можно сказать, тогда в нашем роду женился на русской. Жена, наверное, была учительница, скорее всего. Вот это я запомнил. Все обрывками. Я бы мог более подробно, но дело в том, что там какие-то деликатные моменты затрагиваются. Ну,
один раз уж можно сказать, связанные с асоциальным образом жизни, когда человек, допустим, тот же наш родственник выпивал. Вот и все, коротко говоря. Поэтому не могу я и подробно все излагать, кому бы как это не было интересно. Вот здесь дома стояли. Моя тетя по матери, она в Соль-Илецке жила, магазин молоко, там она, я все время говорил, молочная королева. В то время, как говорили мне в Илецке, сейчас говорят, 4-5 бидонов молока, по 4 ведра привозили на весь город, этого было мало. Коров люди держали. Она была, так сказать, владела дефицитом. Все в ее руках было, сметана и молоко, и все. А вот здесь вот она жила до этого, вот приблизительно вот в этом месте. Дом ее был такой простенький. Да. И настолько она была простая в обхождении с людьми, что к ней ехали и даже не застав ее дома, находили ключ, где находится. Находили ключ, простите, вот уж начинаю повторять там. И это, сами заходили, домой ставили чайник к ее приходу, там кто-то сидел из села. Вот, даже вот такой период у нее был в жизни. И сейчас мой двоюродный брат, ее родной брат, рассказывает, недавно я в Илецке ездил с ним в автобусе, который он водит. Он рассказал о том, как это все происходит. Там происходила она, его сестра, каждому гостю старалась угодить, какие-то пышечки пекла там, очень такие вкусные, очень такие ароматные. Так встречал гостей. Ну, я сейчас на этом закончу, и следующая тема немного отличается, поэтому сделаю следующий сюжет уже отдельно.